Сысольский район. В Нарьян-Маре грандиозный концерт для коми дал коми-фольклорный коллектив «Югот-Шонды». Ансамблю 30 лет. С юбилеем его поздравили политики, коллеги по сцене и, конечно же, поклонники. С места событий Евгений Ракин. Югот-Шонды в переводе с коми означает «светлое яркое солнце». И для зрителей выступления этого коллектива действительно как теплые солнечные лучи. Согревают душу добрыми словами, а радуют глаз нарядными костюмами. Уже научно доказано, что народное коллективное пение лечит человеческую ауру. А что это такое? Это значит, человек получает и восстанавливает свое здоровье. Поэтому уже 30 лет вы этим благополучно занимаетесь. И сегодня, на сегодняшнем концерте, я думаю, каждый почувствовал, что чуть-чуть получил заряд бодрости и энергии от вашего пения. Огромное-огромное вам человеческое спасибо и низкий поклон. 30 лет благодаря ансамблю жители Ненецкого округа знакомятся с песенными традициями коми, его национальным костюмом и культурой. Каждое выступление Югот-Шонды – это рассказ о духовных ценностях, которые хранит многонациональная сокровищница народного творчества Заполярья. В каждой песне и в каждом движении живет частица души северян. Каждый участник коллектива с душой и полной самоотдачей относится к своей творческой работе. В этот знаменательный день хочется пожелать вам дальнейшего творческого долголетия, неиссякаемой энергии хранителей культуры, крепкого здоровья вам, вашим родным и близким. Югот-Шонды – первый в Нарьян-Маре коллектив, поющий на коми-языке. Его идейным вдохновителем стала заслуженный работник культуры России Майя Смирнова. И Майя Петровна берется, не зная языка, так же, как она ненецкого языка не знала, но тем не менее возглавила и подняла на новый уровень вокальную группу ансамбля «Хая», она создает коми-ансамбль, который вот уже 30 лет звучит и не сходит не только с нашей нарьян-марской сцены, но и далеко за пределами нашего города. Спасибо ей, давайте поаплодируем Майе Петровне. Этот концерт стал подарком для зрителей. Впрочем, и сами участники коллектива не остались без наград. Евгений Ракин, телеканал Юрган, Нарьян-Мар.